Здравствуйте, коллеги! Я, Турспекова Насихат Мамбетбаева, предлагаю рассмотреть одну из моделей смешанного обучения «Перевернутый класс» и обсудить следующие вопросы. Что это за модель? Как она работает? Как достигаются результаты обучения? Модель «Перевернутый класс» как один из компонентов современной технологии смешанного обучения используется для организации самостоятельной работы учащихся по освоению учебного материала. Перевернутый урок состоит из двух основных этапов. Первый этап – работа дома, самостоятельное освоение учебного материала. Второй этап – отработка учебного материала в классе. В данном процессе учитель от источника знаний становится фасилитатором, а ученик от потребителя становится активным участником образовательного процесса. Хочется отметить то, что при работе в таком режиме возрастает доля ответственности самого обучающегося, и на учебном занятии организуется практическая деятельность. Как мы видим, основное отличие перевернутого урока состоит в том, что при самостоятельном изучении теоретического материала до начала урока выполняются задания на развитие мыслительных навыков низкого порядка, на знание и понимание, а во время урока выполняются более сложные практические задания, что способствует формированию навыков мышления высокого уровня, применение, анализ, синтез и оценка. Как это работает в учебном процессе? Чтобы ответить на данный вопрос, предлагаю рассмотреть пошаговую инструкцию по проектированию урока модели «Перевернутый класс». Первым шагом необходимо определить тему урока для проектирования. Второй шаг. Какие предметные результаты вы планируете для реализации на данном уроке? Третий шаг. Необходимо продумать задание по теме на каждый уровень усвоения учебного материала. Репродуктивный – задание на знание и понимание. Продуктивный – задание на применение и анализ. Творческие – задание на синтез и оценку. Четвертый шаг. Подберите в интернете материалы для организации самостоятельной работы обучающихся. Пятый шаг. Проектируем домашнее задание. Выберите видео для просмотра обучающимися, а также одно или несколько заданий на знание и понимание. Продумайте, зачем обучающиеся смотрят видео, с какой целью выполняют интерактивное задание. Не забудьте о времени, которое обучающийся тратит на выполнение домашнего задания. И шестой шаг. Проектируем деятельность на уроке. Итак, обучающиеся дома познакомились с основными понятиями темы, а также проверили свое понимание изученного материала. Значит, на уроке необходимо выходить на более продуктивный, творческий уровень. Закрепление новых знаний, выполнение практических и лабораторных работ, развитие исследовательских навыков. Желаю удачи в усвоении новых технологий обучения.